Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна о главных событиях в республике в ближайшие полчаса. Насыщенной сегодня выдалась сессия Госсовета Татарстана. Кроме детального обсуждения экономической ситуации в республике, были сделаны ряд важных заявлений. В частности, парламентарии приняли обращение в поддержку президента России Владимира Путина в связи со специальной военной операцией на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Инициаторами обращения стали представители нескольких политических партий. Как отметили депутаты, они поддерживают курс национального лидера по демилитаризации и денацификации Украины и оказанию всесторонней помощи жителям ДНР и ЛНР. События, происходящие на территории соседнего государства, как и опыт Крымской весны, убедительно доказывает, что проведение упреждающей военной спецоперации было единственным верным, стратегически выверенным решением, способным прекратить убийство мирных жителей на востоке Украины, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны националистических формирований. Именно решительные действия российских военных позволило избежать еще больших жертв, предотвратить готовившееся нападение на Донбасс, Крым и обеспечить национальную безопасность Российской Федерации. Как подчеркнули парламентарии, основываясь на односторонних данных, фейках и провокациях, страны Запада во главе с США развязали полномасштабную экономическую и информационную войну против нашей страны. Введены санкции, идет попытка изолирования России от остального мира. При этом не скрываются главные задачи – подорвать экономику, создать тотальный кризис во всех сферах жизни и в итоге разрушить государственность нашей страны, говорится в обращении. На этом фоне Украина Западом накачивается оружием. Татарстан, как и другие регионы страны, готов максимально поддержать жителей освобожденных территорий Донбасса. Республика приняла порядка 1500 вынужденных переселенцев. Отправлено 8 грузовых фур гуманитарной помощи с товарами первой необходимости общей массой свыше 100 тонн. Депутаты Государственного совета Республики Татарстан убеждены, что в сложившихся условиях как никогда важны консолидация и сплоченность нашего народа. Мы уверены, что вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Подвиг, который ежедневно совершают наши защитники Отечества, войдет в историю как один из ярких примеров патриотизма, верности присяге, готовности прийти на помощь братскому народу. Татарстан гордится своими героями и безмерно скорбит о павших смертью храбрых. Считая своим долгом поддержать родных и близких, республика одной из первых в Приволжском федеральном округе ввела дополнительные региональные выплаты семьям погибших военнослужащих. Всецело поддерживая данные меры, депутаты Государственного совета Республики Татарстан принимают самое активное участие в укреплении позиций нашей страны на международной арене, достижении поставленных целей во благо и в интересах многонационального народа Российской Федерации. И сегодня Фарид Мухамедшин на сессии Госсовета назвал фейком информацию о якобы выходе Татарстана из состава России. Как он отметил, в этом сообщении даже говорилось о создании какой-то рабочей группы. Это давление на многонациональные субъекты страны с хорошей промышленностью и трудолюбивым народом, отметил он. Фейковые дела, которые идут на все субъекты, в Татарстан то же самое, эта информация до нас доходит. Я не буду сейчас говорить о том, как мы разбирались с письмом о том, что группа бывших депутатов Государственного совета образовали рабочую группу по выходу из состава Российской Федерации. Это был фейк, разобрались специальные органы, мы беседовали с этими людьми, якобы подписантами. Это идет давление на такие многонациональные субъекты Российской Федерации, с хорошей промышленностью, трудолюбивым народом. Как стало известно сегодня, комитет ЮНЕСКО решил перенести 45-ю сессию, которая должна была пройти в середине июня в Казани. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Цитата. «Члены комитета – это 21 государство, которое находится под сильнейшим давлением со стороны коллективного Запада, требующего отказаться от проведения заседания в Казани и лишить Россию председательства. Несмотря на это, подавляющее большинство стран Комитета всемирного наследия не желают поддерживать подобные антироссийские выпады. Чтобы снизить накал страстей, наши партнеры просили нас рассмотреть возможность переноса сроков сессии». Конец цитаты. Также Григорий Орджоникидзе отметил, наша страна подтверждает готовность провести сессию до конца этого года.
Продолжатся ли в Татарстане национальные проекты? Построят ли в Казани мусоросжигательный завод? И что в республике происходит с импортозамещением? Сегодня региональное правительство представило Госсовету отчет о своей работе в минувшем году. Вопреки обыкновению, речь в выступлениях и вопросах депутатов шла не о том, что сделано, а о том, что предстоит в условиях санкций. Подробный репортаж Дмитрия Аренина. Отчет о работе правительства Татарстана в минувшем году до сегодняшней сессии подробно разбирали на заседаниях всех комитетов Госсовета. Они в том числе проходили в этом зале. Сегодня Алексей Песошин всем депутатам еще раз обозначил основные показатели. Главный результат минувшего года – экономика Татарстана вышла на допандемийный уровень. В бюджеты всех уровней поступило более 1 триллиона рублей. Основными факторами экономического роста стали ввод новых мощностей промышленного производства, увеличение загрузки системообразующих предприятий, рост объемов выпуска нефтепродуктов, химической продукции, машиностроения, поэтапное увеличение добычи нефти, а также восстановление потребительского рынка. Основную же часть своего выступления Алексей Песошин посвятил работе в новых экономических условиях. В республике создан оперативный штаб и разработан план действий. Первоочередными задачами стали стабилизация ситуации с товарами первой необходимости и импортозамещение. В республике принят антикризисный пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ. Предприятия республики уже наладили производство и восстановление более 2000 наименований деталей на импортную сельскохозяйственную технику и оборудование. С отчетом премьер-министр выступал около получаса. Еще столько же времени заняли ответы на вопросы депутатов. В основном всех интересовало, как в новых условиях будут развиваться различные сферы. Помню, сколько сил приложил первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев, действующий президент Рустам Галеевич Минниханов, чтобы сохранить производственные мощности Казанского авиационного производственного объединения. Сколько было обращений, десятки, сотни обращений в центр. Сколько мы сил потратили и средств для того, чтобы сохранить коллектив. Тем не менее, нас не услышали. Сегодня говорят, давайте завтра нужны самолеты. Вот вы сказали, что производство самолета будет восстановлено. А есть ли какая-нибудь внятная программа развития нашего авиапрома? Программа, конечно, есть, да, то есть, но как можно программу там сверстать за 2-3 месяца? Конечно, она готовилась в общем порядке, да, то есть, когда в индикаторах программы нет ни количества, нет ни сроков, понятно, что можно было получить, да, то есть сейчас есть установка, значит, следующий год это 3 самолета, потом 7 и 10, 25-26. С последующим выходом, вот пока 20 самолетов оговорено. Также депутатов интересовало, будут ли продолжены национальные проекты, смогут ли завершить начатые стройки, чтобы не допустить волны обманутых дольщиков. До конца года проблема дольщиков, мы не видим опасность, что она будет не завершена. Нужно понимать, что сейчас из всех новых зданий, которые заложены, жилых домов, 92,5% идет через счета эскроу. И это достаточное условие для безопасности и для завершения этих объектов. Спрашивали и о росте тарифов, и о судьбе мусоросжигательного завода, который планируют построить около Казани. Проект разработан по технологии японо-швейцарской компании. Есть ли риск неполучения этой технологии? Ведь тогда проект станет нерабочим, и повлияет ли это на строительство завода? И второй вопрос. Избиратели волнуют тарифы ЖКХ в 2022 году. Будет ли повышение? Сейчас вот буквально там в течение 2-3 недель будет подписан окончательный документ, в котором все обязательства и стороны инвестора, и стороны республики будут утверждены. Ищутся варианты, как выходить из этой ситуации. По тарифам. В конце 2021 года были приняты тарифы, которые изменятся с 1 июля 2022 года. Лимит превышения 6,2%. В целом депутаты положительно оценили отчет правительства и выразили надежду, что республика и страна справятся с новыми вызовами. Во всяком случае, мы достаточно серьезно готовы. Затормозить наше развитие с помощью санкций можно, но задушить невозможно. Поэтому есть основания надеяться, что с этими вызовами можно справиться. Я еще раз хочу выразить слова благодарности. Алексей Валерьевич, вам основательный такой документ, глубокий анализ прошедшего непростого года.
Очень бы просил, чтобы с новой энергией, уже с пониманием сложности по импортозамещению активно правительство работало, и чтобы наша стратегия 2030, которую мы впервые в истории нашей республики приняли в ранге закона, значит, мы его выполняли, и мы не можем его не выполнить. Всего в повестке сессии сегодня около 30 вопросов. В их числе публичный отчет президента Татарстана о результатах независимой оценки качества услуг в учреждениях социально-культурной сферы. Его представила Лейла Фазлеева. Результат независимой оценки 2021 года, в принципе, остался на высоком уровне. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня на сессии Госсовета лидер коммунистов Республики Хафиз Миргалимов представил программу Геннадия Зюганова «20 неотложных мер для преобразования России». Ключевое в ней проведение национализации главных отраслей экономики и банковской сферы страны, то есть, по сути, возвращение к социализму. Высказывание Хафиза Миргалимова прокомментировали Фарид Мухаммедшин и первый президент Татарстана, госсоветник Республики Ментимир Шаймиев. Вместо того, чтобы сегодня объединиться всем, как никогда, и быть крепче, такие выступления невозможно воспринимать. Кто бы об этом не говорил. Или первые лица вашей партии, коммунистической партии, я имею в виду, где мы сами тоже состояли в свое время. Сейчас время объединяться. Мы же приняли соответствующую поддержку президента Владимира Владимировича Путина в этой ситуации. Разве можно с такой идеологической точки зрения сегодня об этом говорить? Это как бы, знаете, это несерьезно. Такие вещи в такой момент всерьез не могут быть восприняты. Для эффективного решения экологических задач необходимо тесное сотрудничество предприятий и науки. Об этом сегодня президент Татарстана сказал во время рабочей поездки в Нижнекамск. Здесь прошло расширенное заседание членов научного совета Российской академии наук и межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла. Что обсуждали и какой опыт оценили, узнаем из репортажа. Перед нами как раз начинается прием химзагрязненных стоков по трем-коллекторам. Весь цвет науки, ведущие специалисты страны по экологии. Сегодня они посещают крупнейшие промпредприятия Нижнекамского района. Интересует опыт по реализации природоохранных мероприятий. Я хочу обратить внимание, что весь процесс здесь очистки и транспортировки в самотечном режиме. Об экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла и сотрудничестве Рустам Минниханов говорил уже на встрече с председателем научного совета РАН по глобальным экопроблемам Степаном Калмыковым и научным руководителем направления химия Казанского научного центра РАН Олегом Синяшиным. Впереди совместная работа по внедрению зеленых технологий, цифровых решений, снижению углеродного следа, проекты по энерго- и ресурсосбережению. Где большая экономика, там должна быть сильная экологическая программа. Нижнекамский промузел сегодня центр компетенций в сфере нефтегазохимического производства. А нефтегазохимия – это 60% объема всей промышленной продукции Татарстана. С каждым годом запрос на экологически эффективные технологии в этой сфере только растет. Решить эти непростые задачи можно в кооперации науки и бизнеса, говорит президент на расширенном заседании. Предприятие нефтегазохимического комплекса республики заинтересовано в развитии такого сотрудничества. Наша экономика испытывает сильнейшее давление со стороны западной страны. Это прежде всего касается доступа к зарубежным технологиям, оборудованию, материалам, в том числе и для решения экологических задач. В данном направлении у нас имеется большой потенциал для совместной работы. С каждым годом в республике открываются новые предприятия и производства, и на каждом необходимо внедрять современные экологические технологии. Только в 2021 году Таныка введено в эксплуатацию 6 объектов, Нижнекамский запустил 2 новых крупных проекта, введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков ТАЭК-ИНФА, развивается производственная площадка шинного бизнеса компании «Татнефть». Реализуя такие масштабные высокотехнологичные проекты, мы должны осознавать, как важно соблюдать баланс между развитием территории и сохранением комфортной и безопасной среды.
На базе нижнекамских предприятий планируют сформировать современный научный центр химических технологий. Первым этапом станет научно-образовательный кампус на базе НХТИ. Президент сегодня пообещал поддержку. Мы республика промышленная, техногенная, и мы серьезно намерены дальше развивать нашу экономику. Но вопрос экологии – это качество жизни людей. Это здоровье. В условиях санкций у татарстанских предприятий новые задачи. Об этом тоже сегодня шла речь на заседании. Необходимо обеспечить стабильность цепочки производства жидких моющих средств. Отсутствие внешних поставок для Нафис-Косметикс нужны альфа-лефины и линейный алкилбензол. Нижнекамскнефтехим производит эти продукты. По линейным алкилбензолам стоит задача строительства нового производства Татнефтью. За последние 3 года на природоохранные мероприятия в Татарстане направили 30 миллиардов рублей, сообщил министр экологии Александр Шадриков. По этому показателю республика занимает 1-е место в ПФО. Федеральные гости высоко оценили работу Татарстана в этом направлении. Юлия Гоголева, Марат Хусаинов, ТНВ, Нижнекамск. Мы продолжаем следить за судьбой полуторагодовалого Тимофея Шогина. Его родители находятся в бракоразводном процессе. И, несмотря на решение суда, в начале марта отец забрал малыша. И с тех пор о его судьбе маме ничего не известно. Сегодня родители встретились в Верховном суде республики. Здесь рассмотрели апелляцию отца, который не согласен с решением суда Московского района Казани. Договорились ли стороны, знает Юлия Гоголева. Какие-то дополнительные документы для приобщения? Есть дополнительные документы. Семейный конфликт в суде Юлия и Матвей Шогины пытаются решить уже с прошлого года. Главный вопрос, с кем останется полуторагодовалый сын после развода. В декабре 2021-го Московский суд Казани вынес решение в пользу мамы. Видеться с папой малыш должен был в определенные дни и только в присутствии матери. Отца это не устроило, он подал апелляцию. Я никогда настолько долго с сыном не расставалась. 9 месяцев носила его под сердцем. Однако в марте, об этом мы снимали репортаж, мальчика забрал отец и перестал выходить на связь. Сына Тимофея мама Юлия уже не видит 1,5 месяца. 4 марта в компании с неизвестным мужчиной проник в группу моего сына. Увезли его, и вот по сей день я не знаю, жив вообще мой ребенок или нет, почему он его укрывает. Тогда все юристы и уполномоченные не увидели в действиях отца малыша нарушение закона, рекомендовав сесть за стол переговоров. Представлено дополнение к апелляционной жалобе, да? Сегодня уже Верховный суд республики рассмотрел апелляцию Матвея Шогина. Заседание шло всего 15 минут. По итогам сегодняшнего заседания суд рекомендовал пройти супругам Шогиным так называемую процедуру медиации. По сути, это диалог с участием квалифицированных психологов с целью примирить родителей. В качестве возможного медиатора стороны предположили уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. Поэтому сейчас есть надежда, что супруги договорятся между собой. Прокомментировал представитель Матвея Шогина сегодня и состояние ребенка, о котором так хотела узнать мама. Прекрасно чувствует, да, очень активный ребенок, очень общительный ребенок. Я его лично видел. После заседания суда Юлия и Матвей Шогины впервые решились поговорить. Разговаривали непосредственно о том, что нужно уладить конфликты между нами. Попросила его очень, чтобы он дал мне пообщаться с ребенком, увидеть его. Он сказал, что все через медиацию. То есть я в этом думаю, тоже есть какой-то подвох. Следующее заседание по этому делу назначено на 5 мая. До этого времени супруги должны пройти процедуру медиации и за столом переговоров мирно договориться о судьбе ребенка. Это значит, Тимофей еще 2 недели не увидит маму. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Татарстане разработана дорожная карта по привлечению детей вынужденных переселенцев в спортивную жизнь республики. В ближайшее время среди них проведут опрос о предпочтениях. Это стало известно сегодня во время встречи главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской с теми, кто приехал в нашу республику из городов Украины и Донбасса. Смогли они увидеть и выступления синхронисток. В эти дни в Казани проходит чемпионат России по синхронному плаванию. О том, как в Татарстане начинают сбываться мечты, расскажет Алия Хрудинова. Мы всегда с вами. Мы же один народ. Один. Нас разделили, не спрашивая. Для вынужденных переселенцев встреча с Татьяной Покровской стала знаковой. Многие и раньше занимались спортом, а сейчас узнали, у них есть возможность продолжить тренировки. Даже не верится, что эти люди были под обстрелами. Их детишки сидели в подвале. И, конечно, она
обязательно их возьмет под крыло, может быть, поплавать. Кто-то из детей, может быть, придет. Помогать физически, эмоционально, может быть, какие-то встречи организовывать. Мне кажется, это можно делать, это нужно делать. И повторюсь, что большинство спортсменов открыты к такой помощи. В начале апреля Татарстан принял 2 эшелона с вынужденными переселенцами. Это более 1000 человек, из них 211 – дети. В республике уже разработана дорожная карта по привлечению их в спорт. Помогут и федеральные проекты «Детский спорт» и «Спорт без границ». Кто-то хочет заниматься серьезно спортом, может быть, он уже занимался серьезно спортом, но оздоровительными видами мы готовы заниматься с каждым из них, поэтому мы их сегодня собрали, но самое главное – передать им тепло наших сердец. После зрелищных выступлений синхронисток глаза детей в буквальном смысле загорелись. Кто-то на мгновение забыл пережитый ужас, кто-то уже видит себя в спортивной секции. София Чагадаева до этого играла в волейбол. Я бы хотела заняться плаванием. Я любила рисовать, и любила волейболом заниматься. Артем Хабах раньше занимался вольной борьбой. Думаю, что дальше буду заниматься спортом, только, возможно, другим, возможно, боксом. Всплеск эмоций, все мирно здесь. Люди очень дружелюбные, с добрым сердцем, с большой душой. В ближайшее время среди вынужденных переселенцев проведут опрос, чтобы узнать, кто в какой вид спорта хочет. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в первой половине дня Рустам Минниханов встретился с главным тренером российской сборной по синхронному плаванию, вице-президентом Федерации синхронного плавания Татьяной Покровской. Он вручил ей медаль столетия ТССР и обсудил с тренером вопросы реализации совместных проектов в области спорта. Среди них перспективы проведения в Казани соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Рустаму Минниханову сегодня представили нового военного прокурора Казанского гарнизона. Им стал майор юстиции Мунко Цыренов. В органах военной прокуратуры он работает с 2009 года. Ранее новый военный прокурор Казанского гарнизона занимал должность заместителя военного прокурора гарнизона Хабаровского края. За право проектировать соборную мечеть в Казани поборются 20 компаний. Среди заявителей Москва, Ташкент, Стамбул, Нур-Султан, Баку, Дубай, Симферополь. Какие архитектурные компании прошли во второй этап и какой они видят соборную мечеть, читайте в интернет-газете «Реальное время». В Казани открылся центр СТ, где можно восстановить силы, поднять иммунитет и настроение после долгой зимы. Специалисты в этом помогут. В своей работе они используют методы восстановления энергии и тонуса, известные еще в Древнем Китае. С весенним пробуждением природы оживает все вокруг. Человек, как все живое, хочет обновления не только тела, но и душевного состояния. Именно в апреле, в период нехватки витаминов, требуется дополнительная помощь. Восстановить силы после долгой зимы помогут в центре СТ. Как известно, в Китае впечатляющая средняя продолжительность жизни населения более 80 лет, а главное – высокая активность до глубокой старости. Вот и у посетителей нашего центра СТ после нескольких визитов к нам и наших уникальных процедур есть шанс избавиться от воздействия вредных факторов современного ритма жизни и негативных нагрузок, которые влияют на внешний вид и общее состояние организма. Мы рады всем гостям, готовы помочь каждому. Ждем вас в центре СТ. Хорошее настроение начинается с гостеприимного ресепшена и закрепляется с каждой минутой пребывания в стильных и уютных интерьерах. Каждому гостю здесь индивидуальный подход. Во время предварительного общения специалист учитывает особенности и пожелания клиента. Уникальные инновационные процедуры никого не оставят равнодушным. В работе используют материалы премиум-класса. Мне подарили сертификат на посещение этого салона, и он как раз-таки пришелся кстати, потому что после зимы организм любого человека, он истощен, все мы испытываем усталость, упадок сил. Первое посещение, сразу же я почувствовала облегчение, настроение поднялось, тело расслаблено. Прекрасный мастер, персонал, он настолько здесь вежливый, настолько приятная, дружественная атмосфера. После процедуры можно отдохнуть, попить чай, как дома. Все очень здорово. Девиз центра СТ – омоложение, оздоровление организма без лекарств, без уколов, без скальпеля. Вас ждут по адресу город Казань, улица Восход, дом 2А. Удобное расположение, подъездные пути, парковка для гостей. Режим работы ежедневно с 8 утра и до последнего гостя. Светлана Звонарева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. И в завершении программы предлагаем посмотреть, как сегодня в одном из казанских дворов устанавливали скворечники. Весна – время вить гнезда. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, это хорошо, а когда наоборот трудно, если добрый ты, это хорошо, а когда наоборот трудно. Здравствуйте! Ясно, солнечно и тепло. Вот с таких позитивных слов начнем наш выпуск и продолжим после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца апреля бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу антициклон обеспечит солнечную погоду в Бугульме, Бавлах, Азнакаево. На термометрах плюс 10. Долгожданное тепло пришло и в Нижнекамск, Набережные Челны, Елабугу. Но показания термометров будут сильно разниться. Ночью до -3, а днем 10 градусов выше нуля. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше осадки маловероятные. Тепло, ясно и безветренно. Идеальная весенняя погода за окном в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Ветер умеренный, яркое солнце и чистое небо будут радовать целый день. В Болгаре, Држаном, Буинске также тепло и без осадков, плюс 10. В пятницу погода будет радовать жителей Альметьевска, Чистополя, Мамадыша. Столбики термометров поднимутся до плюс 11. В субботу станет еще теплее. Осадки по-прежнему не ожидаются. И еще одна интересная информация. Новостройка, вторичка, загородный дом. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru. Новостройка, вторичка, загородная недвижимость. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru. Вьетнамский рынок на журналистов 100 – это семейные традиции выгодных покупок. Устройте комфортный шопинг, одежда и обувь для всей семьи, товары для вашего дома, сада и дачи, а также вкусный обед. Вьетнамский рынок предлагает все для уюта и комфорта в вашем доме. Одеяло, подушки, ковры, портьеры и шторы, посуду, мебель. Насладитесь большим выбором товаров по адресу Казань, журналистов 100. О погоде в столице. В Казани будет ясно и сухо. Ночью около нуля, а днем плюс 10. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление выросло 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале.